Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что зашли на мой канал, за ваши добрые комментарии, за ваши лайки, за вашу поддержку, за ваши донаты. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Помощь небес. С чем, в чем, когда помогут вам высшие силы? На какую помощь вы можете рассчитывать? Загадайте, пожалуйста, на себя мысленно, либо вслух. Обратитесь к небесам. Спросите своими словами. Вот как вам хочется, так и спросите. И давайте посмотрим, какой же ответ вы получите. Я прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, интересно, сразу вот этот фрагмент прям бросился в глаза. Здесь мужчина с женщиной. Девушки, женщины, у кого-то из вас отыграется ситуация очень навязчивого, беспокойного мужчины. То есть мужчина преследует, причиняет вам неудобства, дискомфорт, на вас как-то влияет, давит. И, возможно, даже у кого-то отыграется, что мужчина вас обижает. Просто обижает. Любыми способами, методами. Я не хочу это уточнять, потому что то, что мне идет, оно очень неприятное. Кто понял, тот понял, да, кого это касается, да, я надеюсь, вы меня слушаете и слушаете внимательно. Высшие силы вам помогут. Здесь помощь идет в плане, как освободиться от этого мужчины. Перед вами дорога откроется. Дорога. Но в эту дорогу вы должны пойти сами. То есть это решение, ваше решение уйти от этого мужчины, отстраниться, отдалиться. У кого-то в прямом смысле слова, да, куда-то уехать, переехать, съехать. Да, все разные, у каждого по-своему отыграется. Вам откроют эту дорогу. Знаете, как вот в закрытой квартире, в клетке, да, вы сидели, мужчина посадил вас в клетку, вы сидели в этой клетке. Высшие силы открывают вам двери. Да? Перед вами огромный мир. Перед вами много-много дорог. То есть ваше решение выйти из этой клетки, да, выйти из этой квартиры, отойти от него. Высшие силы дают вам выбор. Высшие силы вам помогают обрести свободу. А вот как вы этим распорядитесь выбором, уже чисто от вас зависит. Кто-то из девчонок скажет: да нет, он хоть и дурачок, но я его люблю. Да, буду и дальше терпеть. И вы останетесь. Но дверь всегда будет открыта. У вас всегда будет возможность от этого мужчины уйти, убежать, переехать. А у кого-то из девчонок отыграется ситуация, когда вы воспользуетесь, прям искали, ждали этого момента, да, вот такой вот он там ревнивый, действительно очень там скандальный, может быть, вы даже в какой-то зависимости от него находились, либо он нездоров, там, ментально нездоровый, он вас преследовал. И вот благодаря этой дороге, да, этой открытой двери, этой дороге, которую дает вам высшие силы, возможность навсегда прям от него избавиться, куда-то уехать, убежать, спрятаться. Как хотите, так и понимаете. Вот кто просил, кто очень в этом нуждался, кто прям на это загадывал, высшие силы вам такую возможность предоставят. Сразу хочу сказать, что этот мужчина никогда о вас не забудет. Этот мужчина любит вас, несмотря на то, что он поганый, несмотря на то, что он вам боль причиняет своими действиями, поступками, словами. Видите, сердце у него в ногах, но и сердце перевернутое. То есть человек любит какой-то странной, я бы даже сказала, страшной, извращенной любовью. То есть, в принципе, возможно, не только к вам он так относится. Ко всем, кого он любит, он испытывает вот эту ужасную, отвратительную, извращенную любовь. То есть он может также относиться к детям. Он их любит, но он к ним так относится. Он может также относиться к своим родителям. Он их любит, но он к ним тоже так вот ужасно относится. Не умеет человек, такой, знаете, перевертыш. Не умеет любить, не умеет. Либо любит, действительно, это извращение. Это не любовь, а как извращение идет. В нормальном понимании.
Это вы для себя должны знать. Он вас никогда не забудет, и пока живет, будет любить вот этой своей извращенной любовью. Исправится ли он? Навряд ли. Если вы прям думаете, что ну вдруг он там исправится, станет другим, там, хорошим, добрым, положительным, нет. У него сердце перевернутое. Он таким родился. Ну вот такой дефект, да, произошел такой дефект. Вот он, там, может, не знаю, садист какой-то, либо грубиян, может быть, он алкаш, понимаете, он уже не справится. Сердце перевернуто. Таким человек родился. И именно так он проявляет свою любовь, через причинение боли тому, кого он любит. Может быть, он и не хочет, да, боль причинять. Но вот такая особенность у этого человека. Высшие силы перед вами откроют дверь, ну, покажут вам дорогу, куда бежать, куда уходить. Ну, а решение уже будет вашим. Да? Уйти, либо остаться. Принуждения от высших сил я здесь не вижу. Вот именно в решении вопроса с этим мужчиной высшие силы вам помогут. Так, возвращаемся вниз, либо опускаемся вниз. Здесь якорь стоит. Кто-то из вас хотел бы обрести свою стабильность, либо где-то наконец-таки бросить якорь, найти свое место в этом огромном мире. Высшие силы вам помогут. Высшие силы вам будут то ли варианты какие-то накидывать, то ли вот выбор перед вами станет. Что делать, как поступить. Может быть, как сразу несколько вариантов появится. Здесь каждый из этих вариантов, либо любой из этого выбора, да, он приведет к стабильности. Вам даже как по судьбе уже часики тикают, время пришло обрести эту стабильность. Но якорь вышел с правой стороны, вышел в правильном положении. То есть вы хотели стабильность, вы ее получите. Неважно где, неважно с кем, но стабильность в вашей жизни точно будет. Раздрая, шатаний, каких-то постоянных гонок, переездов, отъездов уже не будет. Стабильность. Вы входите в пору стабильности. Что бы вы ни выбрали, что бы вы ни решили, вы все равно окажетесь в стабильности. Так, еще высшие силы помогут вам с вашими близкими. У кого-то есть проблема, нет контакта. У кого-то есть проблема, вы, ну, допустим, да, ситуация, когда живете в разных местах. Друг по другу скучаете, друг в друге нуждаетесь. Но я имею в виду вас и ваших родственников, ваших самых близких и любимых людей. Здесь высшие силы помогут вам либо какой-то постоянный контакт поддерживать, либо даже как-то, ну, как-то рядышком быть, рядышком находиться. А у кого-то прямо идет информация о том, что вы будете рядом. Причем ваши близкие будут с вами. Не вы с ними, а они с вами. То есть, скорее всего, они как-то релацируются к вам, либо в то место, где вы находитесь. Здесь радость от того, что вы все вместе, и от того, что идет очень мощная поддержка вашим родственникам, и, соответственно, от ваших родственников вам идет поддержка. То есть очень так все компактненько у нас получается. Компактно и так, что все вместе, все друг другу помогают. Как говорится, одна большая семья. Ну, может быть, и маленькая, но все равно семья, да, одна. Так, и еще помогут кому-то наладить связь, примириться, может быть, вы поссорились с близкими, родными людьми, может быть, контакты оборвались, может быть, там что-то произошло такое нехорошее. Да, ну, все бывает в жизни, Господи, что это ковырять. Я вижу, что контакты будут. Сначала это будет как-то там по чуть-чуть, дозированно, а потом все эти обиды, все эти проблемы, они все забудутся, сойдут на нет. И будете общаться лучше, чем прежде. Так идет. И еще по поводу родственников. Идет информация, что кто-то прям совсем один остался. Ну, прям одинешенек в этом огромном мире. Да? Огромном, большом, порой страшном, порой прекрасном мире. Смотрите, вы не один, вы не одна. У вас есть еще какие-то родственники. Просто вы о них, ну, либо не знаете, либо, может быть, считаете, что их нет. Ну, опять же, да, у каждого по-своему отыграется. Бывают ситуации, когда есть там внебрачные, всякие там братья-сестры. Бывают ситуации, когда человек считался, ну, не знаю, без вести пропавшим, да, например. Найдет. Какая-то родная душа, да, найдется. И я это вижу. У вас страшное переживание, что вы одна, что вы один. Ну, как бы не к кому голову преклонить. Найдется такой человек, он есть. Прям одного очень четко показывают.
И этот человек, он вас ищет. Даже не вы ищете, а вас ищут. И он вас найдет, либо она вас найдет. Здесь нет одиночества. Здесь вот как семейные узы. И вы ими прирастаете, вы ими обрастаете. Так что все будет замечательно. Так, по поводу личной жизни. Личная жизнь. Здесь кто-то из девочек, женщин, да, просто на 100% уверен, что личного счастья для нее не существует, что на ней какое-то страшное проклятие, что на ней венец безбрачия, да, что ей там поделано, да, чтобы никогда замуж не вышла, да, либо счастливым браком не жила. Кто из вас в этом уверен, напишите в комментариях, либо просто плюсик поставьте. Смотрите, вы ошибаетесь. Высшие силы, они хотят, чтобы вы были в паре. Высшие силы для вас запланировали семейную жизнь. Девочки, никакого венца безбрачия на вас я не вижу. Вот кто зашел на эту отсыпку? Нет на вас венца безбрачия. Что на вас есть, вернее, что у вас есть, то это какие-то комплексы, это какие-то страхи, это то, что вы в себе годами культивировали. Может быть, вы видели пример своей мамы и отца. Может быть, вы видели пример кого-то из родственников, знакомых людей. У вас какой-то страх внутри сидит. А вообще мне идет, что какой-то мужчина вас давным-давно обидел. Обидел, нанес вам какую-то ужасную травму. Может быть, какое-то слово плохое сказал, может, действие какое-то плохое совершил. И вот эта травма, незалеченная травма, она не дает вам возможности создать отношения. Смотрите, я вижу, что высшие силы вам в этом помогут. Кого-то душу залечат, да, эту травму залечат. Кого-то подведут к человеку, который может вам помочь. А у кого-то отыграется, что мужик вам такой прям достанется, который отогреет, согреет, отогреет, разгонит все эти тучи из вашей жизни, все эти страхи ваши уберет. Но вот как пристанет к вам, да, как начнет о вас заботиться, с вами дружить, я не знаю, помогать вам, прям как правая рука вам станет. Правая рука, вы влюбитесь. Да? Влюбитесь, потому что человек, он хороший, и будете видеть, как он к вам относится, да, как растает ваше сердечко. Вы в паре будете, вы счастливые будете. Счастье на двоих вам дается. Семейное счастье идет, семейное. Даже если вам уже далеко за 65 или еще больше, все равно у меня здесь семейная идиллия. Я вижу людей, которые прежде всего друзья, далее они партнеры, и третье, они друг друга очень сильно любят. У вас как-то любовь с дружбой начнется, да? С дружбой вот перерастет в нечто большее, в нечто светлое, потрясающее, очень сильное. Так что семейное счастье точно будет. Так, дальше. Смотрите, здесь человек лежит с правой стороны, как больной, болезненный, не знаю, вы ли, то ли кто-то из ваших близких, как вот к худшему готовятся люди, к худшему. Вы знаете, не будет худшего. Высшие силы помогут. Здесь вот кто-то новенький появится, может быть, какой-то новенький специалист, там, доктор. Не знаю, женщина, мужчина ли. Ну, прям человек, лекарь от Бога, да, лекарь от Бога. И рука легкая, и ум светлый, и не только медициной живет этот человек, он еще энергетикой какой-то обладает. Вы знаете, полечит. Симптомы, вот эти плохие болезненные ощущения, начнут проходить, отступать, отходить. И, вы знаете, человек умничка, полечит, на ноги поставит. Так мне идет, на ноги поставит. Какие прогнозы бы сейчас у вас не были, но вот идет новый человек, который на ноги поставит. Вот высшие силы к вам приведут этого человека, эту умничку приведут. Лекарь от Бога идет мне. И любит то, чем занимается, еще энергетика какая-то волшебная от этого человека. А вы прям сразу почувствуете, сразу же. Глаза очень какие-то необычные, как добром светятся. Повезет, очень повезет, ну, по крайней мере, вы так будете думать. На ноги поставит вас, либо кого-то из ваших близких. Так, еще. В чем помогут высшие силы?
Здесь у меня человек в работе нуждается, в работе. Смотрите, кто-то нуждается конкретно, да, хочется работать, нужна работа, а кто-то нуждается в зарабатывании определенных сумм денег. Да? То есть мне нужна там, на месяц такая-то сумма, чтобы я себя более-менее там комфортно чувствовала. Либо вы, в принципе, да, вот за любую работу, лишь бы работать. Ситуации разные бывают, и люди на мою отсыпку тоже разные приходят. Высшие силы вам помогут. Здесь нет одного единого решения, потому что здесь знак как и собственной какой-то деятельности, да, собственного, может, бизнеса, а может быть, ну, что-то вы делаете, да, ну, сами с собой, сами на себя, может быть, как фриланс даже какой-то. А у других идет вот прям работа по душе, по сердцу. Но это работа наемного сотрудника. И так может отыграться. Здесь вам будут знаки, здесь вам будут посланы как люди, да, которые вам вот в нужное время будут давать очень нужные советы, как подсказки, что ли, вам давать. Кому-то подскажут дело свое открыть, кому-то подскажут там адресочек компании, которая сотрудников набирает. То есть так вам работа придет, но вы будете довольны. Вот то, что вы для себя желаете, хотите, вы получите, но в каком-то удвоенном, утроенном размере. То есть больше даже получите, чем просили, чем желали. А знаете почему? Потому что вы человек очень ответственный, порядочный, и вы, ну вот когда работаете, вы словно бы живете, да, вот как все для себя делаете. Любую работу, вот как наемный, например, сотрудник, вы делаете как для себя, вот идеально. Если вы чем-то своим занимаетесь, то это же ваше, это же от вас исходит. Вы плохо, в принципе, не умеете делать. Много людей вас будут хвалить, но и очень много будут вам завидовать. Потому что так, как умеете вы работать, ну, единицы, понимаете, единицы, и то они рассеяны по всему миру. Коллеги, да, коллеги могут предвзято относиться, либо недолюбливать. Ну, потому что, да, на вашем фоне они очень не такие хиленькие, слабенькие и вообще не дотягивают. Совсем не дотягивают до вас, до вашего уровня. С работой помогут. Так, здесь, кстати, еще такая информация идет, что вы работу не для себя хотите, для кого-то хотите, либо очень просите, чтобы кто-то устроился наконец-таки на работу. Смотрите, проблемка не в том, чтобы этот человек устроился, а в его желании. Желание, понимаете, либо нам прочувствует, либо, ну, может быть, человек там себя кем-то чем-то возомнил, да, а соответственно не соответствует. Здесь высшие силы, к сожалению, увы, вам ничем помочь не могут. Потому что человек, за кого вы думаете, хотите, просите, ну, либо не уверен в том, что ему нужно, либо, в принципе, ленится и не хочет. Здесь для начала вам бы с этим человеком эту тему проработать, поговорить, проработать, не знаю, замотивировать. И тогда уже просить у высших сил. Ну, не волить не будут, понимаете? Не будут. При всем уважении к вам, при всей любви к вам, а высшие силы вас очень и любят, и ценят, и уважают, но не волить никого не будут. Как бы все в ваших руках. Говорите с этим человеком, мотивируйте, давайте правильный посыл. Здесь надо как-то деликатно и больше как уговорами. Тогда все будет хорошо. Так, с левой стороны, прям в бортик, уперлась женщина с длинным подолом, подол пустой. В руках огромный меч, на вас направлен. Женщина-соперница либо в любви, либо по жизни. С мечом на вас, значит, да. Сама пустая, потому что, видите, подол у нее пустой. Ничего у нее нет, либо ничего за ней нет. Все какое-то, знаете, искусственное, не настоящее, нарисованное, накачанное, за уши притянутое. Но при этом меч она против вас оголяет. Она очень слабая на самом деле. Больше, как, знаете, на выдумке живет, на какой-то фальше. Вот все, что она говорит, все, что она делает, это все как пустое, абсолютно пустое. Но умеет тебя как-то преподнести. Значит, высшие силы вам помогут
разоблачить эту женщину, что она пустышка, что она никчемная и что она, кроме как о себе, ни о ком не думает. Если в любви, то тут, скорее всего, поймается она на какой-то корысти, либо на измене. Если это соперница по жизни, то здесь как от нее люди отвернутся. То есть поймут, что она ничего себе не представляет, что она там забралась, допустим, да, либо что она социально опасный элемент. Вот от нее люди очень отвернутся. Прям отвернутся, все отвернутся. Как опозорится она, что ли. Вот мужчина от нее точно отвернется. Он ее, ну, как раскусит, да, поймет, что ей конкретно нужно. Что не он ей нужен, а, например, его деньги. Либо какое-то положение, статус. Может быть, жилплощадь нужна. То есть он как бы сам с ней, да, сам разберется, сам обнаружит, сам разберется. Ну, высшие силы глаза откроет. Высшие силы, вы просили, высшие силы исполнят. Потому что вижу, что она во много досаждала, много гадости сделала. Кого-то прям и так отыграется, что, может, и порчу наводила. И заказывала вас у мастеров. Нет, ничего она вам сделать не сможет. Она в какую-то изоляцию попадет. Мужчина от нее откажется, и вообще люди от нее отвернутся. Здесь все будет по-честному, по-справедливому. Так что не соперница, не страшна она вам. Так, еще с чем и в чем помогут вам высшие силы. Шапка здесь у вас большая, прям посередине. Но по шапке это знание, это мудрость, это умение. То есть вы эту шапку на себя наденете. Станете мудрее, умнее, авторитетнее в конце-то концов. Кому-то по шапке еще отыграется как руководящая должность. Да, высокий пост, руководящая должность. Кто-то за собой людей поведет. Да, вы будете людей, может быть, там, обучать, защищать, помогать. Ну, каждого по-своему отыграется. Но шапка на голове у вас будет. Вы прямо сами будете чувствовать, что у вас больше каких-то мыслей в голове, больше каких-то качественных решений, что вы какие-то вещи там не уча знаете. То есть вы, например, с какой-то темой не знакомы, но начинаете говорить и понимаете, что ага, вот это знаю, вот это слышала. И удивляете всех своей глубиной знаний, своей полнотой знаний. Да, шапка есть. Так, а здесь вы не за себя просите, за кого-то просите. Для кого-то просите счастья. Счастья в личной жизни просите. Либо, может быть, какой-то реализованности. В общем, просите. За дочь, за сына просите. Может быть, за внука, за внучку просите. Опять же, вы все разные. Здесь вам помогут. Не сейчас, не в самые ближайшие дни, чуть попозже. Тот, за кого вы просите, получит то, в чем нуждается. Либо конкретно, вот прям дословно исполнится то, что вы для человека просите. Ну, допустим, сын у вас там, никак ему девочка не везет, все какие-то там вульгарные, гулящие, там, до денег жадные попадаются. А вы прям хотите, чтобы девочку хорошую нашел. Найдет. Причем даже у кого-то отыграется, что не сам найдет, а вы найдете, познакомите. И у них все сложится. То же самое. Дочка у вас, например, нет личной жизни. Может быть, тоже как разведенная. Может, дети есть. И вы очень за нее переживаете. Найдется мужчина. Найдется. И причем такой, знаете, хороший, спокойный. И у кого-то даже отыграется, что мужчина как иностранец будет. Иностранец. Что еще и уедет, и вас с собой заберет. Либо будете жить на две стороны, к ней будете ездить, да, и в себя будете жить. Но здесь неплохо, все неплохо будет. У вас такая сильная молитва, у вас такой сильный, как канал связи с высшими силами. Вот всегда вас видят, всегда вас слышат. Вы просто за себя очень редко просите, либо очень скромно просите. Вы как-то всегда больше за других переживаете. Такое я вижу у вас. Так, еще кому-то прям очень-очень хочется вылезти из долгов. Я понимаю, что кому-то индивидуально идет информация, но долги, кредиты,
Долговые обязательства. Это очень тяжело. Очень тяжело. Постоянная какая-то гонка на выживание. Да? Денег не хватает, нервы, психи. Беда, горюшка. Знаете, вот с этими кредитами вы как по дьявольской наводке в них попали. Почему-то мне так идет. Как вас то ли заманили в них, то ли вас кто-то уговорил, то ли вам одно обещали, да, а как пришло время платить, вы ахнули, да, как обманули вас этими кредитами, как в сети дьявола попали, что-то так мне идет. Здесь будет какое-то решение, но оно будет, знаете, все равно непростым. Я не могу сказать, что вы там в один момент проснетесь и все кредиты у вас закрыты. Нет. Будете платить, будете выплачивать. Кто-то будет сам платить, выплачивать, а кому-то будет помогать платить, выплачивать. Но для вас это прям такая наука тяжелая, такое вот прям, как бедствие даже идет. Смотрите, оно не пройдет бесследно. Вы, конечно, все закроете, выплатите. Но для вас это будет очень такой серьезной наукой, которую вы будете передавать в следующие поколения. Да, чтобы дети ваши на это не шли, и чтобы ваши внуки не шли, и даже правнуки. То есть заплатите, вы заплатите. Еще такую вам вещь скажу. Пока вы платите эти долги, кредиты, пока вы их платите, вы ведь платите даже не столько деньги, да, кому-то, сколько вы оплачиваете, откупаетесь. Откупаетесь от чего-то плохого, что могло бы с вами случиться и произойти. У кого-то так идет. И здесь вы в кредиты попали, чтобы именно деньгами выплатить, а не здоровьем, например, либо жизнью. Да, вот как-то идет такая информация. Понимаю, что не для всех, это общее, это очень сложно, но идет такой момент. Кому-то так идет. Вот сейчас вы деньги вот эти вот отдаете, как откупаетесь от каких-то бед, которые могли произойти с вами, либо с кем-то из ваших близких, либо в семье, в принципе. Это как откупные деньги идут. Очень болезненно, конечно, идет оплата, потому что денег не хватает. Но с другой стороны, а если бы здоровье взяли? Ну, что тогда? Поверьте, было бы гораздо хуже. Так, проблема общих отсыпок, да, то, что идет информация потоком. И очень непросто, во-первых, ее уловить, а во-вторых, правильно адресовать, потому что человек может сегодня посмотреть видео, может там через месяц прийти и именно получить эту информацию. Смотрите, что не ваше, не притягивайте к себе. Еще какой-то квартирный вопрос. Кто-то просит за квартиру, за имущество. Не знаю, то ли вы судитесь за это имущество, то ли оно вам... Вы пытаетесь его, может, приобрести, купить. Может, в принципе, у вас ни денег, ничего, да, вы без крыши над головой. Смотрите, высшие силы вам в этом с этим помогут. Помогут. Опять же, не сейчас, не в самые там ближайшие дни, месяц. Чуть попозже эта ситуация вывернется. Каждому помогут по-своему. Кто сюда зашел с таким квартирным вопросом? Вы для себя должны знать одну такую вещь. Высшие силы не позволят, чтобы вы остались посередине открытого неба. Да? Не будет такого. Не будет. У вас будет крыша над головой. И эту крышу вы будете называть своей. Ну, у кого-то прям формально, да, будет документ, в котором будет прописано, что собственник жилья — это вы. Это ваше жилье. Вот никто вас не выгонит, не там, попросит с вещами на выход. Этого не будет. То есть у вас будет документ, где будет написано, что это вы собственник жилья. Понятно, что каждый получит по-своему. Кто-то приобретет, кто-то построит, кому-то муж подарит, кому-то, может, государство как-то выделит. Но это будет. Это будет, и это будет 100%. Время какое-то на это уйдет. Время. Несколько месяцев, несколько лет. Но крыша над головой своя, личная, у вас точно присутствует. Это я вижу. Так, еще здесь кто-то очень сильно хочет замуж выйти. Да? Мужчина не предлагает, либо мужчина увиливает именно от этого решения. Девчонки, здесь вот, будьте уверены, мужчина сам вам будет предлагать. Это первое, что я вижу. И второе,
какие-то обстоятельства возникнут, что он сам вам будет предлагать. Сам, понимаете? Может быть, вы забеременеете, может быть, еще что произойдет. Ну, у каждой отыграется по-своему. Но вижу, что он прям будет требовать, чтобы вы поженились. Будет. Высшие силы вам в этом помогут. Так, еще треугольник у меня выходит. Треугольник очень мучительный, очень болезненный, а вы очень любите. Очень-очень сильно любите. Поэтому в этом треугольнике соглашаетесь жить. По поводу треугольника. Все пройдет, пройдет и это. Треугольник ваш закончится. Любовь победит. Любовь. Не выгода, не страсти, а именно любовь. Настоящая крепкая любовь. Вот будьте в этом уверены. Здесь высшие силы именно на стороне любви. Вот кто любит по-настоящему, кто любит крепко, да, вот там и победа будет. Так, еще идет такая информация непростая, даже не знаю, стоит ли ее озвучивать. Но раз вышла, таки стоит. У вас большая голова утки вышла. Очень большая голова утки, просто голова без тела. Обычно такими знаками отыгрываются серьезные наследства, большие наследства, имущественные, денежные, но у каждого по-своему отыграется. Но вот прям с левой стороны вам это идет. Не просите вы этого наследства, вы просите чего-то другого. Например, лучший уровень жизни, больше средств к существованию. Вот опять же, имущество, да, вам нужно, квартира та же. Вот вам по этой голове утки это идет. Не просите, не ждете. Может быть, даже и нет у вас таких родственников, ну или, по крайней мере, вы не знаете каких-то богатых родственников. Но быть вам богатой, либо богатым наследником. Потому что эта голова утки, она прям все сказала. Большое наследство. Большое. Наследством как-то решится ваш вопрос, либо вообще несколько вопросов сразу решится. Получите наследство. Так, еще кто-то из вас просит удачи. Удачи, нуждается в удаче, считает себя неудачником, неудачницей. Ну да, какие-то падовые ситуации в вашей жизни происходят, и ну вот не везет. Ни с людьми, ни в делах, ни в лотерею, вообще не везет. Не везет. Но ваша сила, она в другом. Ваша сила, она в другом. Знаете, есть люди такие везунчики, которым, ну, ничего особо делать не приходится, да, им везет. Там и в лотереи, опять же таки, выигрывают, и во всяких конкурсах выигрывают, и как-то их любят и принимают. И есть такая категория людей, но они всегда рискуют. А у вас немножко другое. Во-первых, вы не любите рисковать, риск для вас это не благородное дело, а это что-то страшное, ужасное, и вы стараетесь этого избегать. У вас все приходит другим путем, путем кропотливого труда и добытых знаний. То есть, да, бывают люди-везунчики, а бывают такие, как вы, которые вот все своими руками, своей головой должны получать. Знаете, даже если вам и пошлет везение, вы же не поймете, что с ним делать, да, как его правильно использовать. Вы побоитесь и откажетесь. Поэтому, ребят, руки есть, есть. Золотые, золотые. Голова светлая, светлая. Ну так зачем вам это везение? Лучше по старинке, да, своим трудом. Когда надо, вам везет. Просто вы это не всегда замечаете. Есть такие стечения обстоятельств, когда вас либо куда вам не надо, не пускают, либо куда надо, вас наоборот подгоняют, да, либо вам такое устраивают. Это и есть. Ну да, крайне редко, но все равно есть. Кто-то из вас прям очень мечтает выиграть в лотерею, но это не ваш вариант. Вы меня простите, можете меня гнилыми помидорами закидать, но нет, это не ваш вариант. Я не вижу для вас в ближайшее время прям выигрыша в лотерею. К вам деньги по-другому будут приходить. Либо от других людей будут приходить. Но не лотерейные деньги. Не лотерейные. Тем более, вы же знаете, да, за всякие такие лотереи там не пойми, чем придется расплатиться. Лучше и не надо, как говорится. Кому-то из ваших родственников может повезти, человек может выиграть лотерею. Но про вас я этого не вижу, к сожалению. В сегодняшней отсыпке такой информации нет.
Так, еще кто-то весточку хочет, просит, ждет. Весточку хотите, ну любую, да? Хоть одно словечко от кого-то вы ждете, просите, надеетесь. Словечко будет, и будет не одно. Здесь очень похоже даже, как на разговор состоится. Здесь высшие силы вам точно помогут. Смотрите, вы очень хотите, и тот человек, с кем вы хотите, тоже очень хочет с вами поговорить. Будет, обязательно будет. Сейчас идет даже какой-то в большей степени воспитательный процесс. Да? Не над вами, а над тем другим человеком, с кем вы хотите поговорить. Вот его этой дистанцией, этой молчанкой его, либо ее воспитывают. Да? Чтобы человек был позговорчивее, помягче и не брыкал так периодически. Разговор я у вас вижу. Личный разговор, телефонный разговор. Может быть, по видеосвязи, но не весточка, а разговор, полноценный разговор идет. Там, где вдоволь наболтаетесь. Так, еще куриная лапка. Куриная лапка. Ну, куриная лапка — это знак магии. Вышла с правой стороны, небольшая, но все впереди, она же вырасти может. Здесь высшие силы вам помогают с вашим даром. Даром, которым вы обладаете. Вы все разные, каждый обладает своим даром. Да, не исключаю, что может быть какие-то у меня тут универсалы на отсыпке, но высшие силы вам с этим помогут. Будут вас вести, будут вас в этом направлении развивать. Маленькая куриная лапка, даже на 2 пальчика, 3-й еще не вырос. Все впереди у вас. Все у вас впереди. Сейчас вы отличаетесь от других людей очень сильной интуицией. В некоторые моменты даже как интуиция берет верх над разумом и ведет вас по жизни. Не пугайтесь этого момента, наоборот, ему радуйтесь. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.